Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Тукаева Флюза Анваровна. Я доцент кафедры экономики и менеджмента. Буду читать вам две темы. Найти меня можно в кабинете 433 с любыми вопросами, связанными с нашей работой, с фермерством, с бизнес-планированием. Вы можете подходить ко мне. Телефоны у вас есть, то есть можно будет и звонить, и приходить в кабинет для консультирования. С вашего позволения я хочу снять маску, потому что читать будет достаточно сложно в маске, душно. Социальная дистанция у нас сохраняется. Итак, начнем. Вот на презентации вы видите тему сегодняшнего нашего занятия. Это составление бизнес-плана, структура, оформление, технико-экономическое обоснование проекта. И здесь же мы затронем особенности бизнес-планирования в производстве продукции животного происхождения. Что же такое бизнес-план? Часто говорят, что бизнес-план – это план бизнеса. Это действительно так. Это краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, если рассматривать его в упрощенной форме. Но поскольку фермерство у нас предполагает государственную поддержку в нашей стране, то, естественно, мы бизнес-план составляем не только для того, чтобы описать себе свой собственный бизнес. И поэтому бизнес-план становится уже документом. И, как вы видите, определение бизнес-плана – это документ, содержащий обоснование действий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания нового предприятия. Для чего же нужен бизнес-план? Бизнес-план играет большую роль в планировании и в управлении производством, поскольку он выполняет несколько важных функций. Первая функция – это обоснование концепции и направления деятельности, анализ самой идеи. То есть прежде чем начать свой бизнес, любой предприниматель, любой фермер, естественно, должен для себя понять, стоит ли вообще заниматься этим делом. То есть идея появилась, но ее надо обосновать, насколько это целесообразно с экономической точки зрения. То есть бизнес-план позволяет разложить все по полочкам, образно выражаясь, и принять окончательное решение, заниматься этим бизнесом или нет. С другой стороны, любой план, и в том числе бизнес-план, он является не просто документом, где составлен план, это еще и средство для контроля реализации предлагаемых мероприятий. То есть благодаря бизнес-плану, ориентируясь на плановые показатели, мы можем оценивать фактические результаты деятельности за определенный период, а бизнес-план, забегая вперед, скажу, составляется как минимум на 3 года. Первый год расписывается по месяцам, последующие годы по кварталам. То есть мы каждый месяц, каждый квартал и год можем анализировать с точки зрения, насколько по факту у нас получается то, что мы планировали. И, наконец, третье, с чем вы как раз и связаны, да, это обоснование привлечения инвестиций в сельскохозяйственное предприятие и получение заемных денежных средств. Это может быть грант, да, субсидии, это может быть кредиты, то есть в любом случае инвестор, будь то государство или коммерческий банк и инвестиционная группа, они будут рассматривать эффективность вашего проекта, и в этом как раз свою роль играет бизнес-план. Итак, мы понимаем, что бизнес-план – это очень нужный, важный документ. Теперь посмотрим по структуре бизнес-плана. Нужно отметить, что универсальной структуры бизнес-плана не существует, поскольку бизнес-планы разрабатываются для разных целей, и, соответственно, к ним предъявляются различные требования, и поэтому структура может отличаться. То есть, допустим, есть бизнес-планы, которые составляются для получения кредита, есть бизнес-планы инвестиционные, естественно, содержание структуры немножко разное. Но, несмотря на отсутствие универсального такого перечня разделов, которые должны быть в бизнес-плане, все-таки есть определенный, так скажем, набор этих разделов. Любой бизнес-план начинается с резюме проекта, или здесь мы расписываем концепцию бизнеса.
Более подробно каждый раздел я буду рассказывать чуть позже. Дальше мы должны показать в бизнес-плане характеристику будущего бизнеса и отрасли его функционирования. Конечно, нужно описать товары или работы, или услуги, которые собирается представлять фирма, крестьянско-фермерское хозяйство. Мы должны показать план маркетинга, мы должны показать организационный план, отразить план производства, и завершается любой бизнес-план очень важным разделом – это финансовый план. То есть вот такая примерная структура. Еще раз повторюсь, что в зависимости от того, кому вы будете представлять свой бизнес-план, для каких целей вы его разрабатываете, структура может несколько отличаться. Прежде чем мы приступим к изучению основных разделов бизнес-плана, вспомним о том, что, естественно, поскольку бизнес-план – это документ, у любого документа должен быть титульный лист. По титульным листам также нет, так скажем, строгих требований. Вот один из примеров того, как можно оформить титульный лист. Но опять-таки оформление титульного листа также определяется тем, кому вы будете этот бизнес-план составлять. Обратите внимание, что вот здесь у нас есть строка строго конфиденциальная, просьба вернуть, если вас не заинтересовал проект. Это тоже нужный момент. Почему? Потому что очень часто в бизнес-плане предлагается какая-то новаторская идея, новшество, это ваши коммерческие, производственные секреты. И, естественно, предъявляя бизнес-план для изучения потенциальным инвесторам или партнерам, предприниматель, фермер, он несет определенные риски того, что его идея, его информация может попасть в другие руки, и идею могут просто перехватить. И вот для того, чтобы в какой-то степени себя уберечь от таких моментов, в некоторых случаях сразу на титульном листе пишется, что это строго конфиденциально, то есть передавать третьим лицам нельзя, и просьба вернуть, если из заинтересованности в проекте нет. А в некоторых случаях составляется так называемый меморандум о конфиденциальности, в котором также четко прописывается, что данный бизнес-план представлен для изучения. Если интереса он не представляет, то просьба вернуть, и информация, содержащаяся в нем, не подлежит передаче третьим лицам. То есть это делается для того, чтобы в некоторой степени обеспечить безопасность безопасность информационную при создании нового предприятия или при, так скажем, развитии уже существующего. Ну, теперь мы снова возвращаемся к разделам бизнес-плана. И первое, как мы уже отметили, это резюме проекта. Это очень важный раздел, потому что здесь на очень небольшом объеме мы должны показать все самое интересное, все самое важное в бизнес-плане. То есть, прочитав резюме, потенциальный инвестор или партнер должен сразу заинтересоваться. То есть здесь мы должны представить всю изюминку вашей работы. Ну как на 2-5 страниц уместить весь бизнес-план, все ваши расчеты, все ваши выводы. Для этого нужно соблюсти определенную структуру. То есть рекомендуют обратить внимание на 4 основных момента. Прежде всего, цели и суть проекта. То есть для чего вы создаете этот бизнес, в чем его суть, коротко. Назначение бизнес-плана, то есть для чего вы его разрабатываете, для привлечения гранта, для получения кредита, для привлечения партнеров и так далее и тому подобное. Дальше идет сжатое описание основных разделов, то есть очень все коротко, но особенно внимание нужно обратить на прогноз спроса, то есть надо сразу показать, что спрос на вашу продукцию, работу или услуги будет. Нужно показать предполагаемые источники финансирования. Очень хорошо, если вы сразу покажете, что какая-то часть будет ваша собственная. Дальше нужно уделить внимание конкурентным преимуществам, то есть вы сразу должны показать, чем вы отличаетесь от своих конкурентов, чем ваша продукция отличается от аналогичной продукции конкурентов.
почему именно ваша продукция будет пользоваться большим спросом, показать ожидаемые результаты, то есть ожидаемый объем продаж, ожидаемую прибыль, рентабельность, срок окупаемости и порядок действий предпринимателя, то есть как вы будете реализовывать свой бизнес-проект. Поэтапно выполните определенные шаги. Вот это резюме. И рекомендуют, конечно, резюме писать в несколько этапов. Сначала сделать набросок, потом перечитывать несколько раз. Даже рекомендуют дать почитать кому-то, кому вы доверяете, кто сможет со стороны оценить, насколько понятно вы изложили информацию и доступно. И, соответственно, здесь нужно несколько раз отредактировать, чтобы получилось хорошее, краткое, но емкое описание бизнеса. Описание предприятия и отрасли. Раздел достаточно большой. Для его написания нужно использовать информацию аналитическую, то есть вы можете сами провести анализ, используя статистические данные, используя мнение экспертов, или же использовать уже готовые аналитические обзоры, но в любом случае вы должны показать, как это было сделано. То есть если вы взяли готовый аналитический обзор, обязательно должна быть ссылка, что это за обзор, когда и где он вышел. Если вы сделали сами, тоже показывайте, что расчеты выполнены самим автором этого бизнес-плана, используя данные, допустим, Федеральной государственной службы по статистике. Здесь можно два варианта изложения материала, информации. Как охарактеризовать отрасль? Можно показать объем спроса и предложения в регионе, где вы работаете, собираетесь, например, в Республике Башкортостан, каков объем спроса и предложения, например, я знаю, здесь много у нас слушателей, которые хотят заниматься производством сыра. Вот спрос и предложение на сыры, или спрос и предложение на мед, на конину, мясо крупного рогатого скота и так далее. Дальше можно показать число фирм, которые уже работают на рынке, и в том числе фирмы, которые очень близки к вашему предприятию по своим размерам. То есть, скорее всего, они будут, так скажем, с вами в одном сегменте находиться. И специфические особенности деятельности в отрасли. То есть есть у нас сезонность, например, пчеловодство, сезонное производство, необходимость ресурсной базы. Если вы хотите заниматься коневодством, обязательно должны быть пастбища. Законодательные ограничения могут быть. Вы знаете, что некоторые виды деятельности требуют лицензирования. То есть вот эти моменты нужно указать. Другой вариант характеристики отрасли. Здесь вы можете рассказать небольшую историю о том, как появилась у вас эта идея. Естественно, описываем это и используя экономические термины. Главное событие, повлиявшее на появление идеи вашего бизнеса, главные обстоятельства и проблемы, которые стоят перед предприятием в настоящее время, состояние на рынке и прогресс, которого необходимо добиться, то есть что вы хотите получить на этом рынке. Но в каком случае применяется первый или второй вариант описания характеристики отрасли? Первый, если отрасль существует уже давно, то есть понятно, что здесь уже есть налаженные экономические отношения, есть уже определенное число предприятий, которые здесь функционируют. А второй, когда появляется что-то экстраординарное, совершенно новое, неожиданное, например, как Илон Маск у нас электромобили создает, мечтает о полете в Марс. Естественно, тут никакого анализа того, что есть, не получится, поэтому можно взять вот такие моменты. В этом же разделе мы должны показать информацию о предприятии. Если предприятие уже существует, и вы хотите его расширить, модернизировать, то здесь вы описываете, естественно, те результаты, которых вы добились к настоящему моменту. То есть краткий анализ эффективности деятельности, финансового состояния предприятия. Конечно же, основной вид деятельности и те результаты, которые вы получите при реализации данной идеи. Если вы создаете предприятие с нуля, то пишите, чем вы будете заниматься, основной вид деятельности.
где вы предполагаете разместить свое производство, где вы будете распространять свою продукцию и какой социальный и экономический эффект от деятельности может дать ваше новое создаваемое предприятие. У нас с вами предстоит подготовка выпускной работы, и выпускная работа каждого из вас это будет ваш бизнес-план. И, конечно, вот то, что я сейчас вам рассказываю, это вы со своими преподавателями-консультантами будете делать уже индивидуально с учетом вашего направления бизнеса, ваших особенностей функционирования. То есть не переживайте, это все будет у вас, так скажем, на практике проработано, и вы это сможете сами все сделать, посмотреть и научиться все это делать. Характеристика продукции. Это третий раздел, он очень обычно красочный, потому что здесь вы можете смело показывать изображение своей продукции, то есть представлять фотографии. Если это, допустим, животноводство, вы можете ставить фотографии животных, тех пород, которые вы будете выращивать. Растениеводство также можно показывать фотографии продукции. Но здесь, конечно, особое внимание уделяем не только фотографиям и рисункам, но и тому, как наша продукция отличается от продукции уже существующих на рынке предприятий, чем она лучше, чем она, так скажем, более конкурентоспособна, чем она полезна. Все это здесь описывается. Но если у вас будет много различных видов продукции, я знаю, у нас есть девушки, которые собираются открывать переработку, да, цех по производству полуфабрикатов, то, соответственно, здесь полный ассортимент вы не будете описывать, потому что займет слишком много места, поэтому только основные ключевые моменты, особенности общие для вашей продукции, а полный ассортимент переводим в приложение бизнес-плана. Здесь же можно показать не только, так скажем, качество продукции, не только ее, так скажем, положительные стороны с точки зрения потребительских свойств, вкусовых и так далее. Здесь нужно показать, какие преимущества ваша продукция дает вам, то есть почему она будет приносить доход, да, и какие преимущества дает потребителю, помимо того, что это там полезно, вкусно и так далее. То есть вы можете показать, что вы будете производить благодаря особой технологии по более низкой себестоимости, а это позволит давать более низкую цену на продукцию. Если же у вас уникальная продукция, то тогда вы делаете упор на то, что продукция будет производиться только из натурального сырья или по традиционным, уже проверенным временем рецептам. Сейчас еще часто подчеркивают по ГОСТам будет производство. Вы знаете, да, что есть ГОСТы, есть технические условия. То есть вот опять-таки изюминку своей продукции нужно здесь показать, почему она будет полезна, эффективна и для вас, и для потребителя. Вот. Ну и возможно здесь показать вот прайс-лист или рекламный листок вашей продукции. Маркетинговый план. Маркетинговый план мы особо в него углубляться не будем, потому что у вас есть дальше тема, посвященная конкретно маркетингу, и там вам подробно специалисты по маркетингу расскажут о том, как проводятся маркетинговые исследования. Но мы коротко посмотрим, что здесь нужно показать. Итак, маркетинговый план или исследование рынка. Первым делом мы описываем рынок, на котором собираемся функционировать, работать. Ну и, конечно, показываем преимущества, недостатки и особенности деятельности конкурентов. То есть мы должны знать, с кем мы будем иметь дело, с кем нам предстоит бороться за потребителя. Дальше мы показываем потенциальные группы покупателей, рассматриваем возможности изменения их потребностей. И здесь целесообразно показать такой среднестатистический портрет вашего потребителя. То есть кто же будет основным потребителем? Возможно, это будут
дети, возможно, это будет население в активном трудоспособном возрасте от 30 до 50 лет, например. То есть таким образом мы точно определяемся, для кого мы должны работать. И, кстати, во многих зарубежных изданиях, где речь идет как раз о бизнес-планах, там также подчеркивают тот момент, что каждый предприниматель должен знать, для кого он производит продукцию. Не просто для людей, не просто для населения, а конкретно нужно это выделить. Дальше нужно определить, что влияет на спрос, то есть основные факторы, которые оказывают влияние на спрос на вашу продукцию. Что это? Сезонность, это какие-то национальные предпочтения, это новомодные какие-то явления, как вегетарианство или что-то. То есть это нужно показать. И также нужно посмотреть прогнозы того, как это может изменяться. Но здесь уже мы обращаемся к мнению экспертов, к аналитическим обзорам. Составляются прогнозы объема продаж. То есть, исходя из того, что вы сказали, написали выше, вы составляете примерный прогноз продаж. То есть, сколько вы планируете продавать. И здесь же нужно показать ваши конкурентные преимущества. То есть, что именно позволяет вам быть сильнее, быть, так скажем, эффективнее на рынке. Вот примерно некоторые таблицы, которые можно поставить в этот раздел. Это опять-таки таблицы не унифицированы, это просто образец, вы можете сделать что-то свое. Вот прошу прощения, здесь у меня не получилось сделать перенос, поэтому слова немножко разорваны. То есть по видам продукции вот вы показываете, какие будут сегменты рынка, конкуренты, размер рынка, емкость, факторы конкурентоспособности, платежеспособный спрос, возможно ли производственная кооперация, то есть иногда конкуренты объединяются, чтобы вместе вести бизнес, и прогноз рынка. Ну, здесь вот я слышу вопрос, что такое емкость рынка? Емкость рынка – это тот объем продукции, который возможно продать в течение определенного времени при существующих ценах. То есть сколько люди готовы купить, например, в течение ближайших 3 месяцев, например. Так, на теме маркетинг вам более подробно это объяснят. И вот мы писали, вернее смотрели, что должен быть прогноз объема продаж. Вот его можно составить в виде таблицы. Вообще в бизнес-плане основная информация, она идет в виде таблиц. Почему? Потому что таблицы читать легче всего. Здесь можно большой объем информации показать красиво в сжатом виде. Вот вы видите, можно расписать виды продукции, можно расписать потребителей. То есть если вы будете работать с предприятиями, то вы можете прямо расписать. Например, производство сыра. У вас есть потребитель, ресторан, например, такой-то, второй потребитель, ресторан такой-то, и отдельно вы хотите реализовывать, допустим, для розничной торговли. Вот вы их можете отдельно расписать. Единицы измерения и вот объемы продаж по кварталам, полугодиям и так далее. Организационный план. Само название подсказывает, здесь мы описываем организацию процесса реализации бизнес-плана. То есть, что вы будете делать, когда бизнес-план будет утвержден, и вы начнете реализовывать свою идею в жизнь. Что здесь нужно описать? Прежде всего, мы описываем те ресурсы, которые нужны для эффективной работы предприятия. То есть, что нужно, чтобы предприятие начало работать. Какое оборудование, какие виды сырья и материалов. Дальше, поскольку все это должны поставлять со стороны, естественно, вы пишете, каким образом налажены контакты с поставщиками. То есть, если у вас уже есть договора на поставку, смело указываем, что у нас есть договора с поставщиками оборудования, материалов, сырья, как будет поставляться эта продукция, логистика, то есть как часто, в каком количестве можно указать, особенности системы управления производством, то есть как вы будете управлять, то ли это будет автоматизация, то ли это будет организация труда с
специалисты, цеха и так далее. Организационно-правовая форма, организационную структуру показываем. Да, но правовая форма понятна, это может быть ИП, это может быть общество с ограниченной ответственностью. Организационная структура может быть линейная, когда будет один руководитель, и ему подчиняются уже по иерархической лестнице начальники подразделений. Например, у вас 2 цеха, один производит необходимые комплектующие, второй собирает. Например, как пример, это будет цех по производству мебели. Да, один цех изготавливает необходимые комплектующие для диванов, столов и так далее, а второй цех собирает по заказам. Вот уже получается руководитель, ему подчиняются начальники этих подразделений, а начальникам подчиняются их непосредственные рабочие. И, скорее всего, именно такая структура управления и будет, потому что у вас у всех будут малые предприятия, а вот эта линейная структура, она наиболее эффективна для малых. Для более крупных предприятий там обычно применяют линейно-функциональную, то есть кроме линейных руководителей, непосредственно занятых производством, есть функциональные руководители. Они занимаются какими-то отдельными функциями. Например, главный экономист, главный бухгалтер, главный механик. Вот они решают свои функциональные вопросы, и они взаимодействуют как с непосредственным руководителем, так и с начальниками подразделений. Но, естественно, главное слово остается за руководителем предприятия. Дальше здесь коротко характеризуется производственный торговый процесс, но вот эта вот часть, она может идти в другом разделе в производственном плане. То есть я же говорила, что у нас нет универсальной такой формы структуры бизнес-плана. Вот некоторые вопросы из одного раздела могут переходить в другой. Дальше взаимодействие с финансово-кредитными институтами, с банками, с инвесторами, с государством, то есть это налогообложение и кредитование. И, соответственно, сюда обычно прикладывают график реализации бизнес-плана, то есть описывается, какие мероприятия нужно провести, например, закупить скот, да, закупить корма и так далее, и указывается время, когда нужно это выполнить, и кто отвечает за это. И здесь же еще рекомендуют показать состав трудового коллектива. Если у вас уже есть договоренности, у вас работают известные, хорошие специалисты, не стесняйтесь показать, кто у вас в команде. Это только добавит весомости вашему бизнес-плану, вашему бизнесу. И в приложении даже можно указать вот краткую автобиографию, краткую характеристику, резюме этих людей, которые у вас работают. То есть они опытные, они достигли на прежних местах работы таких-то, таких-то результатов. Вот это тоже можно показать здесь. Дальше у нас идет план производства или производственный план. Но опять-таки по названию понятно, здесь мы, если не сделали в организационном плане, то здесь описываем производственный процесс. Здесь показывают схему расположения оборудования. Здесь описывают технологический процесс, то есть какая операция следует, какие операции будут выполняться, соответственно, описываются некоторые требования, то есть температурный режим, временной промежуток, сколько занимает времени. Все это должно здесь быть описано. Ну и, конечно, местоположение, адрес. Так, дальше показывается, если целиком это будет предприятие, то здесь дают технологические переделы, описание. То есть технологический передел – это вот как бы группа операций, которые выполняет группа операций, при которых производится определенная часть продукции. То есть, допустим, если у вас будет кумысное коневодство, естественно, сначала нужно получить приплод, затем жеребы и ковылы дают нам молоко, это молоко надо надоить, и уже потом полученное молоко идет на производство кумыса. То есть вот эти вот 3 момента, они должны быть описаны по отдельности. Вот. Также, что здесь в плане производства
нужно показать. Вот у меня часто спрашивают, а как быть с торговым предприятием? В данном случае вы, конечно, технологического процесса нет, но можно описать, как будет создан магазин, как будут расположены витрины, стеллажи, как будет обеспечена поставка товаров для реализации и так далее. Здесь мы должны показать потребность в производственных помещениях. То есть какая площадь помещения должна быть, чтобы обеспечить нормальный производственный процесс. Если у вас есть растениеводство, то вы должны показать потребность в земельных ресурсах, то есть сколько гектаров пашни вам нужно, пастбищ. Нужно показать сроки предоставления помещения, оборудования. И, конечно, обязательно указывается собственности будет это имущество или вы будете его арендовать. В некоторых случаях выкупают, допустим, старые уже помещения, которые пока не нужны, и фермер вкладывается в то, чтобы, выкупив старое, создать что-то новое. В таком случае, опять-таки, нужно показать необходимость ремонта этих помещений или реконструкции. Ну и, конечно, дается расчет, а сколько для этого потребуется финансовых средств. Еще один момент, поскольку фермерство у нас связано с сельским хозяйством, а сельское хозяйство – это влияние на окружающую среду, потому что применяются гербициды, пестициды, удобрения. Животноводство тоже – это углекислый газ, это вероятность распространения различных заболеваний, в том числе общих для человека и животных. Конечно, желательно показать то, каким образом вы обеспечите охрану окружающей среды. В некоторых бизнес-планах даже требуют отдельно раздел экологический. То есть, если такой раздел есть, вы опишите там утилизация отходов, тот же самый навоз, что с ним делать. И плюс к этому обеспечение безопасности жизнедеятельности. Ваши работники тоже должны работать в нормальных условиях, в безопасности. Вот это тоже можно показать. Здесь также у нас используются таблицы для того, чтобы более, так скажем, четко показать информацию. Например, вы описываете оборудование, которое вам нужно закупить. Возможно, часть оборудования есть, нужно только дополнительно закупить, поэтому у меня таблица так называется. Или же вы полностью все закупаете, тогда просто называете потребность в оборудовании. Вот мы описываем наименование оборудования, тип или модель показываем, кто изготовитель, сроки поставки и стоимость. То есть таким образом в одной таблице сразу видно, какая техника, кто ее произвел, когда придет и сколько нужно средств. Здесь мы также должны показать потребность в материальных ресурсах, то есть что нужно для производства продукции. Вот расписываем материалы, покупные комплектующие изделия. Но здесь уже зависит от вида деятельности. То есть если это пчеловодство, конечно, материалы мы будем писать воск, вощина, некоторые инструменты, которые нужны. Если это сыр, то здесь у нас будет молоко, различные закваски и так далее и тому подобное. То есть это вот образец оформления может зависеть от вида деятельности. Посмотрели? Хорошо, идем дальше. И вот дальше в этом разделе в конце мы на основе всех наших затрат должны рассчитать потребность в инвестициях. То есть сколько всего средств нам нужно будет на приобретение основных средств, то есть оборудование, может быть приобретение земли, покупка или ремонт помещений и прирост оборотного капитала. То есть первоначально, чтобы начать деятельность, нам нужно и корма, и сырье, и так далее. Вот это все мы должны описать. Обратите внимание, что в некоторых случаях эта часть, потребность в инвестициях, может быть выделена в отдельный раздел. Он называется инвестиционный план. В некоторых случаях он может быть внутри. Когда какой случай, еще раз повторюсь, зависит от того, для кого вы будете составлять этот бизнес-план. И в конце
раздела производственного плана мы должны посчитать себестоимость производимой продукции. Почему это нужно? Потому что себестоимость – это обобщающий показатель, в нем собираются все затраты, связанные с производством продукции, это сырье, это оплата труда, это амортизация, это прочие какие-то расходы. И, соответственно, себестоимость влияет на прибыль предприятия, и поэтому любое коммерческое предприятие всегда стремится себестоимость снизить, и мы должны видеть вот эту величину. Какова себестоимость единицы производимой продукции? Но себестоимость единицы продукции мы определяем через калькуляцию. У нас будет еще практическое занятие, и вот на практическом занятии мы с вами составим калькуляцию себестоимости. Ну, я приготовила задачу по сыру, то есть как посчитать себестоимость 1 килограмма производимого сыра. И дальше на основе себестоимости мы также можем определять и цену. То есть почему этот показатель нам нужен? Неважно, как вы будете формировать цену, каким методом, будете ориентироваться на цены конкурентов, посмотрите на себестоимость и добавите свою норму прибыли. Неважно. Главное, что мы можем сравнить себестоимость и цену. Вот это завершение производственного плана, производственного раздела. И, наконец, финансовый план. Финансовый план – это один из важнейших разделов. Могу сказать, что инвесторы, изучая бизнес-план, особое внимание уделяют резюме и особое внимание уделяют финансовому плану, потому что финансовый план – это как бы вот квинтэссенция всего того, что вы описывали до этого. Что здесь мы должны показать? Вот подчеркнуто. Здесь у нас прогнозная финансовая отчетность, то есть прогнозный бухгалтерский баланс, информация о том имуществе, которое будет у вашего предприятия, и источников, за счет которых вы будете формировать вот это имущество. Также отчет о прибылях и убытках, то есть выручка, затраты и что у нас получится. Отчет о движении денежных средств. Формы я чуть позже вам на слайдах покажу. Помимо вот этих трех основных таблиц, основных форм, мы должны показать некоторые расчеты. То есть недостаточно просто поставить цифры, мы должны сделать расчеты эффективности. И вот здесь, конечно, в первую очередь срок окупаемости проекта. Всем интересно, за какое количество лет, месяцев мы вернем вложенные инвестиционные средства. Второй показатель – точка безубыточности. Что это такое? Показатель это очень интересный, он очень полезный. И этот показатель очень любят за рубежом. Мне приходилось составлять небольшие бизнес-планы для проектов с участием иностранных инвесторов. И вот мы составили бизнес-план, и потом пришел дополнительный запрос, попросили посчитать точку безубыточности. Что же такое точка безубыточности? Что за волшебный такой показатель? Он показывает такое состояние бизнеса, такое количество реализации продукции, при котором у бизнесмена, у предпринимателя нет ни прибыли, ни убытка. То есть доходы равны расходам. Почему она называется точка безубыточности и обозначается Т нулевое? Вот я здесь вам нарисую. То есть чаще всего вот так вот, да, Т нулевое. Потому что это вот такая точка, когда финансовый результат равен нулю. И не минус, и не плюс, ноль. И вот эта точка безубыточности – это индикатор. Если вы знаете этот показатель, вы уже будете точно знать, с какого количества реализуемой продукции вы начинаете получать прибыль. Ну, например, вы посчитали пасека, и получилось, что у вас точка безубыточности – это 100 килограммов меда. Это означает, что до того, как вы продадите 100 килограммов меда, вы еще не окупаете свои затраты. То есть те доходы, которые вы получаете, не перекрывают расходы, вы пока в убытках. Но как только вы продали 100 килограмм, начинаете продавать дальше, 101 килограмм меда начинает приносить вам прибыль. То есть вот таким образом вы уже можете ориентироваться, какой объем продаж вам нужно.
Ну и дальше, соответственно, чем больше вы продаете после точки безубыточности, тем лучше для предприятия. Ее можно рассчитать разными способами. На практическое занятие я приготовила задачи. Мы это все с вами посчитаем. Я вас научу определять точку безубыточности. Но сейчас мы пока идем дальше. Чистый денежный поток. Вот это показатель инвестиционного анализа. Его еще называют чистый дисконтированный доход. И его, поскольку здесь применяются много иностранных сокращений, еще называют NPV. Чистый дисконтированный доход. Это показатель, который показывает экономическую эффективность инвестиций. Вот стоит вкладываться или не стоит. Опять-таки у вас есть тема, связанная вот с оценкой инвестиций. После меня она будет. И на практику я тоже задачу приготовила. Как это все рассчитывается, мы с вами посмотрим. Но забегая вперед, скажу, что он должен быть положительным. То есть если он больше нуля, значит эти инвестиции эффективны, целесообразны. Дополнительно к NPV, к чистому дисконтированному доходу, идет внутренняя норма доходности. Опять-таки расчеты посмотрим на практике, потому что они достаточно сложны. Тут два варианта. Часто применяется финансовый калькулятор. Это вот максимальный размер ставки, по которой можно брать кредит. Если выше будет, допустим, вы посчитали, у вас получилось 12, а банк вам говорит, ну давайте мы дадим вам кредит под 14, выгоды от этого проекта не будет. И коэффициент прибыльности, ну это мы часто называем рентабельность, да, то есть соотношение прибыли и затрат, чем выше, тем лучше. Опять-таки в задачах мы все это посмотрим. Пока вот общее такое теоретическое описание того, что делается в финансовом плане. Ну и вот некоторые таблицы, как я уже говорила. Бухгалтерский баланс я здесь показывать не стала. Это таблица из двух разделов, из двух частей. Актив, пассив. Актив, имущество, например. Основные средства, вы туда вписываете помещение, племенной скот. Оборотные средства, где вы вписываете корма, денежные средства и так далее. На практику принесу, посмотрим. И правая сторона – это источники формирования имущества, финансирования, то есть собственный капитал, то, что вы сами, как учредители предприятия, внесете. Возможно, грант вы туда поставите, или кредит, или заемные средства, взятые у других предприятий, задолженность кредиторская и так далее. Вот отчет о прибылях и убытках. Посмотрите, мы показываем выручку, а выручку вы покажете в прогнозе продаж в маркетинговом плане. То есть оттуда сюда это все переходит. Затраты на производство считаются, рассчитываются в производственном плане, то есть оттуда информацию собрали, сюда поставили. От выручки отнимаем затраты на производство, получается валовая прибыль. Кроме затрат на производство у вас могут быть коммерческие расходы, то есть расходы, связанные с реализацией продукции. То есть это может быть транспортировка, упаковка, сортировка, или вы открываете свою торговую точку, все включаем вот сюда. Управленческие расходы связаны, понятно, по названию, с управлением производством, то есть, возможно, вы будете нанимать по договору бухгалтера, который будет вести за вас отчетность, да, помогать вам. Возможно, это расходы, связанные со связью, например, вам нужно общаться с начальниками подразделений или, допустим, даже просто механизатору позвонить на поле, как там идет дело. То есть все это можно включить сюда, как управление. Но как это делается, что куда включается, у вас будет тема бухгалтерский учет, вот там вы все это посмотрите. Дальше. Если от валовой прибыли отнять коммерческие и управленческие расходы, у нас получается прибыль до выплаты процентов и налогов. Дальше. Если вы брали долгосрочные кредиты, то есть кредиты на срок более 1 года, естественно, по любым кредитам у нас есть проценты, вот проценты отдельно показываем. Возможно, другие платежи, связанные со страхованием, с какими-то другими моментами. И вот
Если от прибыли до выплаты процентов отнять проценты и платежи, у нас остается балансовая прибыль. Дальше налог на прибыль. Ну, налог на прибыль у нас возможны различные варианты. По одним у вас есть и тема, связанная с налогообложением. Вот, это вам расскажут. Дальше чистая прибыль. И вот здесь уже начинается самое интересное в конце, да? Фермер, предприниматель, получив чистую прибыль, сам решает, что с ней делать. То есть можно создать резервный фонд на различные рисковые ситуации, то есть заранее отложить какую-то часть, так называемая подушка безопасности будет. Можно создать фонд накопления, то есть какую-то часть прибыли используем на развитие. То есть вы начали деятельность, процесс идет, все хорошо, вы решили расшириться немножко. Для этого нужны еще средства. Да, вот это фонд накопления. Фонд потребления тратится на, так скажем, собственные нужды предпринимателя и его работников, если у него есть наемные работники. Да, то есть здесь уже может быть, допустим, расходование средств на проведение отдыха, на то, чтобы обеспечить какие-то социальные гарантии своим работникам, чтобы повысить мотивацию и так далее. И, соответственно, отняв от чистой прибыли вот эти три направления, мы получаем нераспределенную прибыль. Но некоторые предприниматели не делают резервные фонды, фонд потребления минимальный, они стараются побольше оставить нераспределенной прибыли на будущее. Но опять-таки в каких случаях и зачем это делается, мы с вами посмотрим на практике, то есть там более подробно. Вот баланс денежных расходов и поступлений, баланс о движении денежных средств. То есть прибыль и денежные средства – это немножко разные вещи. Да, здесь что мы показываем? Здесь мы показываем, когда и сколько денег поступит на расчетный счет или в кассу. В зависимости от того, как вы будете вести деятельность. Ну, сейчас практически у всех есть расчетные счета. То есть вот видно, что это за поступление. Это может быть выручка, это может быть кредит, что-то другое. А дальше показываем, на что эти деньги мы будем тратить и сколько. На заработную плату, оплата аренды, реклама и так далее и тому подобное. Здесь вот текущая деятельность, то есть то, что каждый день практически происходит. И кроме этого у нас могут быть, ну, так скажем, разовые какие-то выплаты, например, покупка оборудования, кредиты, оплата и так далее. Вот такая таблица составляется. Такую таблицу мы тоже с вами в упрощенном варианте попробуем рассчитать на практике. Ну, а когда будете составлять свой бизнес-план, естественно, мы это сделаем уже более подробно. Вот в основном мы как бы кратко содержание бизнес-плана посмотрели. А теперь я хотела бы вам рассказать еще некоторые моменты по требованиям бизнес-плана. Бизнес-план должен быть кратким, не более 50 страниц. Почему? Потому что если будет больше, читать его просто будет долго, трудно, и такие бизнес-планы стараются не брать, не читать. Дальше писать его нужно понятным языком, и как бы изложение должно быть таким, чтобы было интересно и, как вам сказать, понятно, и в то же время вот через весь бизнес-план красной такой линией должно идти такое описание, чтобы было понятно, что это реализуемое, что это действительно в реальной жизни можно сделать. И поэтому нельзя ни при написании бизнес-плана, ни при его защите говорить, ну, наверное, может быть. То есть вот сам бизнес-план, и вы сами, когда вы будете выступать, защищать свой бизнес-план, вы должны излучать уверенность в том, что это действительно стоящее дело, которое можно действительно реализовать в этой жизни. Поэтому вот и формулировки должны быть четкие, и в то же время, желая привлечь инвестора, некоторые начинают там приукрашивать свои результаты. Этого делать не надо,
потому что просто потом можно оказаться в очень неприятной ситуации. Все сведения должны быть достоверные, результаты должны быть тоже как бы реальные, которые возможны. Просто вы должны показать, что даже если вы описываете, например, в начале результаты не очень хорошие у вас получаются, нужно показать, во-первых, что вы готовы к различным рискам, во-вторых, если вы опишете правдиво, это покажет, что вы действительно разобрались в этом деле, вы знаете свои проблемы, вы знаете свои слабые места, и в то же время у вас уже есть, так скажем, какие-то резервы, мероприятия, задумки на то, чтобы вот эти слабые места, проблемы исправить и, возможно, даже превратить в будущем в ваши возможности и сильные стороны. То есть вот это вот все нужно иметь в виду. Ну и теперь в завершении вот этой части по бизнес-плану я хочу вам показать как бы вот примерное содержание бизнес-плана, которые у нас разрабатываются на гранты. Вот как раз то, к чему вы стремитесь. То есть обратите внимание, из того, что мы с вами уже прошли, здесь практически все разделы есть. Так? То есть мы видим краткий обзор, он есть. Но дополняется инициатор проекта, то есть вы должны здесь описать себя, потому что у вас конкурсный отбор будет, да? Существо предлагаемого проекта, это вот как раз здесь характеристика продукции, объекты финансирования, технология, да, показана социальная значимость, краткий обзор рынка, аналитика, план маркетинга, вот он немножко разделился на две, да? Организационный план, инвестиционный план. Я уже говорила, что производственный план может разделиться, вот он стоит уже выше. Инвестиции мы описываем выше. Производственный план, финансовый и оценка рисков. То есть риски нужно знать, нужно их указать и, соответственно, мероприятия по их устранению. Отдельно у вас тема оценка рисков будет, и вы уже будете точно знать, что там нужно отразить. Вот по бизнес-плану. Но у нас есть еще вторая часть вопроса, небольшая. Это технико-экономическое обоснование. Чтобы у вас было так представление, в чем разница. Вот, пожалуйста, обоснование технико-экономическое, определение. Я, пока вы будете смотреть, записывать, буду комментировать. Итак, чем же технико-экономическое обоснование отличается от бизнес-плана? По сути дела, это почти одно и то же. То есть, если посмотреть на наши предприятия сельскохозяйственные, крупные, которые работают уже достаточно долго, например, совхоз Рощинский, я видела технико-экономическое обоснование этого предприятия, было составлено еще в 1978 году. То есть по содержанию и даже по формам таблиц это очень похоже на бизнес-план. Но это технико-экономическое обоснование. Так в чем же разница? Разница только в одном. Бизнес-план настроен на внешний мир. То есть для чего мы его составляем? Вот вначале мы описали это, конечно, прежде всего для себя, чтобы понять, выгодно или невыгодно, с какими рисками, с какими, так скажем, сложностями мы можем столкнуться, сколько нужно денег на оборудование, на материалы и так далее. И с другой стороны, еще один момент – это привлечение инвестиций. То есть, чтобы у нас были возможности вот эту идею воплотить в жизнь, нам нужны инвестиции в виде гранта, субсидии или кредита льготного, например. А вот технико-экономическое обоснование – это документ, направленный больше для внутреннего использования. То есть он обосновывает вот как раз техническую сторону, то есть какое именно оборудование нужно, в каком количестве, исходя из производственной мощности, то есть возможности выпуска продукции. И, соответственно, экономические аспекты, себестоимость, соответственно, прибыль, рентабельность и так далее. То есть вот в чем отличие. По сути дела, сегодня технико-экономическое обоснование плавно превратилось в бизнес-план. Ну, в советское время бизнес-планов как таковых и надобности в этом не было, потому что все было централизованное планирование, но теперь это очень нужно.
резюмируя, можем сказать, что технико-экономическое обоснование сегодня это, бизнес-план это технико-экономическое обоснование, направленное на внешний мир. Теперь по животноводству, то есть планирование животноводства, бизнес-план животноводства. Конечно, здесь сохраняются все те разделы, которые мы сейчас с вами рассмотрели, но добавляются некоторые моменты. Вот обратите внимание, здесь у меня стоит слово бюджет. Пожалуйста, не пугайтесь, сегодня в современном мире бюджет означает план. Да? То есть можно написать не бюджет затрат, а план затрат. Какие дополнительные, так скажем, разделы, планы появляются в бизнес-плане при производстве продукции животноводства? Конечно, в первую очередь это оборот стада. То есть мы должны точно знать, какие полувозрастные группы скота, животных будут в нашем хозяйстве, как мы будем обновлять стадо. Понятное дело, что это живые организмы, они стареют, и мы должны воспроизводить стадо. Мы показываем затраты на закупку поголовья. То есть, как правило, сначала надо поголовье купить, да, определиться с количеством, определиться с породами, с поставщиками. Составляется план выхода продукции, то есть исходя из продуктивности ваших животных, вы определите, сколько молока вы собираетесь получить, сколько меда. Потребность в кормах. Вот здесь вы должны показать рационы питания по полувозрастным группам. То есть разные животные питаются немножко по-разному. Да, взрослые коровы и теленок, естественно, разные корма. И исходя вот из вот этих рационов, исходя из поголовья, который в обороте стада у вас будет видно, то есть сколько коров, сколько нетелей, телят и так далее, вы составляете бюджет потребностей в кормах в натуральном выражении. И если корма будут покупные, все это переводите еще и в стоимостное выражение. Дальше, животные, живые организмы могут болеть, поэтому лекарственные препараты мы включаем. Оборудование, ну это как и в других бизнес-планах. Конечно, заработная плата, тоже как в других бизнес-планах. Комуслуги, то есть ферму нужно отапливать, освещать, вода. Затраты на упаковку, то есть, возможно, вы продукцию будете продавать в упакованном виде. И, соответственно, бюджет доходов и расходов. То есть некоторые вот дополнительные расчеты по бизнес-плану животноводческому появляются. Вот все по бизнес-плану. Остальное более подробно мы с вами будем рассматривать на практических занятиях. Времени у нас на практику достаточно много. И, соответственно, там мы все подробно с цифрами обязательно посмотрим. Вот. По этой теме пока у нас все. Так, есть у нас еще одна тема, с которой я должна вам осветить. Это организация и оплата труда в фермерском хозяйстве. Давайте некоторые моменты посмотрим по организации. Ну, во-первых, надо определиться с определением, извините за тавтологию, что такое организация труда. Это система расстановки рабочей силы и средств производства. То есть вы должны знать, где что будет установлено и, соответственно, какие работники где будут находиться, с каким оборудованием работать, с какой группой скота, соответственно, в зависимости от квалификации, возможностей и так далее. Даже у нас здесь есть организация труда, то есть расставлены парты особым образом. Вот мой труд организован очень удобно, видите, есть у нас и презентации, компьютер, трибуна. То есть для того, чтобы работа была эффективна, мы ее должны правильно, с учетом особенностей вида деятельности и особенностей работника, его специализации, квалификации организовать. Если посмотреть на сельскохозяйственные предприятия в целом, вообще в сельском хозяйстве, то чаще всего преобладающая форма организации труда – это производственная бригада. То есть это коллектив
работников, которые занимаются производством одного или нескольких видов продукции. Они вместе работают на основе разделения и кооперации труда, то есть у каждого есть свои обязанности, но они вместе могут друг друга взаимозаменять. Да? То есть, например, бригада молочно-товарной фермы. Есть доярки, есть скотники, вот они вместе занимаются производством молока. Сразу посмотрим принцип организации бригад. Ну, вот, можете вы сказать, а зачем у фермера-то бригад нету? Почему я все это рассказываю? Потому что бывают такие периоды, когда фермеру недостаточно своих собственных ресурсов, своих и своей семьи, приходится нанимать работников со стороны. Вот поэтому в общих чертах организацию труда в сельском хозяйстве мы с вами коротко очень посмотрим. Итак, принципы организации бригад. Ну, понятно, что бригада постоянный состав должен быть. Почему? Потому что люди друг к другу привыкают, они понимают особенности характера, у них как бы вот появляется своя команда. Вот этот принцип, он для фермеров не работает. Второй, да, закрепление на длительный срок земли, тракторов, комбайнов, других средств производства, потому что вы будете приглашать на сезонные работы и, соответственно, закреплять свое собственное имущество за наемными работниками вы не будете. А вот в СПК, раньше в совхозах, колхозах это было. Третий принцип – выполнение членами бригады комплекса работ, связанных с производством продукта. То есть обычно бригада, вот она делает несколько работ одновременно. Вот если вы наймете механизаторов, вот они будут вам и пахать, и сеять, и культивировать и так далее. Еще один момент очень важный – это материально-моральная заинтересованность этих людей. То есть если вы будете нанимать, конечно, они должны быть заинтересованы материально и в то же время морально. То есть все это вместе дает так называемую мотивацию. И ответственность. То есть если работник работает один, он индивидуальную ответственность несет, если коллективно, значит коллективно за общие результаты труда. Ответственность должна быть. Так, идем дальше. Ну, что у нас в фермерских хозяйствах? В фермерских хозяйствах, конечно, как я уже говорила, бригады применяются редко, но здесь в основном это семейные и индивидуальные формы организации труда. То есть есть глава крестьянского фермерского хозяйства, который и себе и хозяин, и работник, и многие работы он выполняет сам. То есть это такой универсальный работник, который должен уметь делать практически все, и корову подоить, и овечек постричь, и какие-то ветеринарные даже мероприятия провести. Да? И ему помогает обычно его семья. Это семья. И здесь, конечно, они сами определяют, когда выходить на работу. Это не, так скажем, не СПК и не какой-то там завод, где с 8 до 8, например, с 8 до 6 работают. Здесь они сами определяют, сами организовывают свой труд. Вот глава фермерского хозяйства сам определяет, кто, когда, что будет делать, как долго это будет делать. Ну, в сельском хозяйстве по часам работать не получается. Все вы из села знаете, да, в период страды, при уборке, при сенокосе, конечно, работаешь с утра до ночи. И здесь же мы определяем, нужно или не нужно наемная рабочая сила. То есть в некоторых случаях, как я уже говорила, нанимаю. Вот у меня есть знакомые, которые зимой, так скажем, на вольных хлебах, а начиная с весны, весна, лето, осень, до конца уборки они нанимаются к фермеру. Фермер их берет на лето, на весну и осень. Вот как я уже говорила, фермер должен быть универсальным, должен уметь выполнять все работы и сам регулирует, маневрирует своими трудовыми ресурсами. Мотивация. Вот один из принципов, который мы рассматриваем по бригадам, это мотивация, моральная и материальная заинтересованность. Здесь, конечно, если фермер нанимает со стороны человека, наемного работника, нужно заинтересовать заработной платой. То есть заработная плата должна быть конкурентной с той, которую может предложить кто-то другой. Здесь тоже определенные нюансы. Ко мне вот обращались с консультациями, вот, хотели открыть там цех по производству строительных материалов, из опилок и так далее. Говорят, вот нам нужна самая маленькая зарплата.
Но здесь палка о двух концах. Если мы поставим совсем маленькую заработную плату, заинтересованности не будет со стороны работника. Высокую мы ставить тоже не можем, особо высокую, потому что будет высокая себестоимость выпускаемой продукции. То есть здесь вот работодатель, хозяин, глава фермерского хозяйства, нанимающий работника, он вот должен балансировать между двумя этими сторонами мотивации. Ну, естественно, вы должны обеспечить нормальные условия труда, безопасные, да. В некоторых случаях предоставление помощи социальной, то есть проезд, оплата обучения и так далее, но фермеры как бы не часто такие вещи рассматривают. И предоставление самостоятельности, то есть какая-то доля самостоятельности и ответственности, конечно, должна быть. То есть, ну, как пример, глава фермерского хозяйства, сельскохозяйственную специализацию не имеет, но вот он решил вернуться к своим корням, нанимает механизатора и ходит, учит его, как надо делать работу. Механизатор сердится, бросает работу и уходит. То есть вот здесь вот этот вот момент предоставления самостоятельности не был, так скажем, выполнен, и, соответственно, пошли недоразумения. Что такое заработная плата? То есть сейчас мы рассматриваем тот вариант, когда фермер все-таки пришел к выводу, что надо нанять несколько человек для сезонных работ. Вот заработная плата – это вознаграждение за труд. Размер зарплаты зависит от сложности работы, от качества выполненной работы или произведенной продукции, от условий работы. То есть если условия тяжелые, сложные, конечно, зарплата должна быть выше, компенсировать вот эти тяжелые условия. Ну и кроме этого в зарплату входят выплаты стимулирующего характера, например, за какие-то звания и так далее. У нас есть, допустим, мастер животноводства, да, у нас у преподавателей есть степени кандидатские, докторские. Вот, хочешь получать зарплату больше, стремись повышать квалификацию. Вот почему стимулируют. Ну и компенсации. Компенсации могут быть различного рода. Вот, за совмещение иногда бывает, ну как бы я из собственного опыта рассказываю, когда я работала в производстве, у нас в отделе люди уходили в отпуск. Работа остается. И вот делали компенсацию за то, что ты делаешь свою работу, и за того товарища, который ушел в отпуск. Там всю его зарплату не платят, но там до 30% в соответствии с трудовым договором, вернее коллективным договором это было предусмотрено. То есть вот такие вещи. Зарплата – это вознаграждение за труд. Вот. Опять возвращаемся к фермерам. Если, естественно, вы работаете с семьей, то здесь у нас категории оплаты труда просто нет. Вы получаете доход, и этот доход распределяется. Вот столько-то средств на развитие, вот столько-то средств на то, чтобы с семьей поехать и отдохнуть в море, например, да, или купить что-то дорогим детям, супруге, самому фермеру. Вот. Но если вы нанимаете работников, мы должны подумать, а как мы будем им платить заработную плату. И вот у нас возможны 4 варианта оплаты труда наемных работников. Что может предложить фермер? Первый вариант, он может предложить натуральную оплату. То есть, вот, пожалуйста, каждый 10-й мешок картошки твой. Можно разработать, рассчитать денежные расценки за единицу выполненной работы, например, за гектар вспаханной земли, или за единицу полученной продукции, например, за 1 центнер молока, образно говоря, или 1 центнер картофеля. Есть третья разновидность по аккордным договорам за выполненные комплексы работ. И самый простой вариант по договорным ставкам за 1 час отработанного времени. 4 варианта. Натуральная оплата, денежные расценки за единицу работы или продукции, аккордные договора и повременная оплата за час отработанного времени. Теперь посмотрим более подробно. Натуральная оплата. Ну, натуральная оплата, понятно. Наемный работник выполнил работу и получает заработную плату в натуральном выражении. То есть это может быть
тот же самый картофель, сено, зерно. В каком случае мы можем использовать такую оплату? В растениеводстве, например, за уборку зерновых. Вы наняли механизатора, он убирает у вас зерновые, вы ему говорите, вот каждый 10-й центнер убранного зерна будет твоим, например. Да? Можно использовать на заготовке кормов. То есть людей нанимаем, у них есть свой скот, им тоже нужны корма. Говорите, вот, ребята, вместе заготавливаем, каждый 10-й тюк сена будет ваш. Какие-то другие вот важные срочные работы можно тоже заинтересовать натурально. Если животноводство, то здесь можно натурально платить за получение, сохранение приплода. Например, доярка, фермер следят за тем, чтобы у нас были телята, свинарки следят за поросятами. Сохранить приплод тоже очень важно. И чем больше телят, значит, тем лучше работа. И вот можете забрать там 1-2 телят для последующего откорма. Некоторые телят берут от очень продуктивных коров, чтобы у самих тоже потом этот теленок вырос и была своя высокопродуктивная корова. У нас в колхозе, когда давно тоже такое иногда делали. И увеличение производства продукции. То есть если работник работает хорошо и производство продукции даже больше, чем вы запланировали, причем это связано не с природными условиями, а именно от самого работника, то, конечно, поощрить можно, дав ему натуральную оплату. Ну, забегая вперед, скажу, что можно разные виды оплаты труда совмещать, чередовать. То есть это вы смотрите сами. Вторая часть – оплата по денежным расценкам за единицу выполненной работы или полученной продукции. Люди все-таки заинтересованы в том, чтобы получать живые деньги. Что здесь происходит? Если вы применяете такой вид оплаты, то вам нужно установить расценки за 1 центнер продукции. Если это птицеводство, например, за 1000 штук продукции, 1000 штук яиц, например, или это единица работы, то есть у механизатора гектар вспаханной пашни, например. Как устанавливаются расценки? Вот здесь уже особая кухня. Во-первых, мы должны определить тарифный фонд, то есть сколько денег мы можем выделить на оплату труда. И дальше мы должны определить, сколько продукции должны произвести наши работники. То есть по сдельным расценкам мы тоже с вами задачи порешаем. То есть вот нам нужны 2 основных момента. Это тарифный фонд и количество продукции, которые они должны получить. И вот здесь мы уже вплотную занимаемся планированием. Как узнать тарифный фонд? Тарифный фонд можно определить с помощью технологических карт. Тех карты вы тоже будете составлять, у вас есть технологическая часть вашего курса. То есть, коротко, техкарта – это описание всех технологических операций, которые должны быть выполнены. Например, по растениеводству, начиная с подвоза семян на поле, посев, культивация, промывание, все это описывается. Описывается, какая техника нужна. Исходя из этого мы узнаем расход горюче-смазочных материалов. Если это электрическое оборудование, мы определяем расход электроэнергии. А дальше уже по существующим расценкам все это переводится в стоимостное выражение. А как определить объем продукции? Ну, объем продукции мы определяем, исходя из возможностей, то есть мы можем посмотреть урожайность тех или иных сортов растений, мы можем знать продуктивность наших коров или лошадей. Исходя из этого уже планируем объем производства. И вот, соответственно, вот видите, тут у меня описано, учитываем конкретные условия производства, уровень урожайности, который сложился или у вас, или на данной территории, если вы только-только создаете свое предприятие. И плюс к этому, к тарифному фонду добавляется доплата за продукцию. То есть, поскольку в сельском хозяйстве мы во многом зависим от природы, от живых организмов, чтобы был стимул, так скажем, обеспечить нормальную зарплату, и, вернее, чтобы был стимул больше производить продукции,
старания со стороны работника, туда еще закладывают вот доплату за продукцию от 25 до 50% тарифного фонда. Вот это у нас коротко второй вид. Третий вид – оплата труда по аккордным договорам за выполнение комплекса взаимосвязанных работ. Но такие работы, вернее, такой вид оплаты применяется не всегда. Он применяется в тех случаях, когда нужно обеспечить выполнение работ в достаточно короткие сроки, но при этом с высоким качеством выполнения этих работ. И есть еще один нюанс, то есть если вы взяли человека на работу, естественно, составляется договор, контракт, где описываются условия труда, и если вы написали, что он будет получать сдельную, и вы хотите его вот перевести на аккордную, то придется договор переписывать. Ну, с юристами вы этот вопрос еще раз вот уточните на занятиях. Ну, как бы вот есть такой нюанс. То есть в договоре мы должны сразу описать, какой вид оплаты труда мы будем применять. Итак, возвращаемся к аккордным договорам. Работу нужно сделать быстро и в хорошем качестве. Но вот у меня в моей, так скажем, практике производственной было такое, что у нас на предприятии прорвало трубу водоснабжения, и мы бригаду водников, как мы их называли, бригаду водоснабжения, быстренько организовали, был составлен приказ по предприятию, что для выполнения вот этих вот работ экстренных аккордная оплата, и ребята у нас вот эту аварию закрыли буквально за полдня. То есть они ночью работали, но к утру труба была закрыта и водоснабжение возобновилось благодаря аккордной оплате. В чем ее суть? Определяется фонд оплаты труда, но опять-таки он определяется исходя из количества работ, от сложности работ. Вот, то есть мы вкладываем вот эту вот часть, оклад, тариф или расценку. Мы можем поставить различные доплаты. Например, если предполагается, что и ночью придется работать, мы знаем, что ночные работы, они чуть выше оплачиваются. И можно заключить еще и премии. Но вот эта часть, вот с ней надо быть осторожной. Сразу надо говорить, что за премия будет. Если выполнено еще быстрее, чем было запланировано, если выполнено с очень хорошим качеством, то есть вот эти нюансы надо хорошо проработать, иначе работники будут спрашивать, мне нужна премия, почему не дали. Вот. Но в основном закладывают вот это вот две первые части, то есть оплату по тарифным сдельным расценкам плюс доплаты. Что происходит дальше? То есть, вот, допустим, коллектив все это сделал, сделали, естественно, несколько человек, а у вас фонд аккордной оплаты, он общий. То есть вы вызвали бригаду, сказали, вот выполняете работу, например, мы вам заплатим 100 тысяч. Но это всей бригаде, а нам нужно распределить по работникам. Вот в этом случае, если каждый работник выполнял, так скажем, свою определенную операцию, свой вид работ, то тогда мы можем применять вот первую формулу. То есть у нас есть расценки на каждый вид работ. Ну, например, возьмем такой простой жизненный пример, ремонт жилого помещения или ремонт вот этой аудитории. То есть мы можем распределить работников таким образом, что один клеит обои, а другой занимается покраской пола, покрытием лака. Совершенно разные работы они выполняют. Вот расценка за обои, расценки за пол разные, да? Соответственно, количество этих работ, сколько квадратных метров, и определяется вот как бы расценка для оплаты каждого работника. Это применяется в тех случаях, когда мы конкретно видим, кто что делал. Если же коллективное, то есть здесь все вместе делают общую работу, такой разбивки по операциям нет, то используется КТУ, коэффициент трудового участия. Ну, коэффициент трудового участия мы с вами тоже посмотрим, как он определяется. Да, здесь зависит, опять-таки, от классификации, от того, сколько времени человек работал. Это определяет бригадир, и вот определяется, исходя из КТУ, оплата труда. Есть определенный нюанс по КТУ, то, что бригадир должен быть достаточно объективным человеком, чтобы оплата была справедливая. Вот теперь последняя форма оплаты труда по договорным ставкам за 1 час отработанного времени.
Но здесь у нас может быть несколько вариантов. Обычная почасовая, то есть когда просто вот есть время, которое человек должен отработать, он получает свои деньги за отработанные часы. Премиальная почасовая, то есть здесь помимо того, что человек вышел на работу, он еще может получить премию. И нормированная почасовая, то есть здесь доплата за неукоснительное соблюдение поставленных условий. Ну, обычная почасовая, ее, конечно, устанавливают тем работникам, которые, ну, так скажем, выполняют какие-то наблюдательные функции. Например, вахтер. Да, вахтер сидит, наблюдает, кто пришел, записывает, так скажем, выдает ключи и так далее. Это охранник, гардеробщик. Премиальная почасовая, ну, ее можно применить, допустим, тем, кто уже занимается умственным трудом. То есть не просто пришел на работу, 8 часов просидел здесь, но и за это время успел составить хороший отчет, выполнить какие-то другие операции и так далее. Но нормированная почасовая, она, так скажем, применяется не так часто, она требует таких строгого соблюдения дисциплины. Где какую форму оплаты труда применять? Вот здесь тоже возникает вопрос. Конечно, сдельную оплату труда мы применяем в тех случаях, когда работник может непосредственно повлиять на результаты своего труда. То есть тот же самый механизатор, та же самая доярка, они непосредственно участвуют в производстве продукции, от них зависит и качество, и количество. Если мы им поставим повременную оплату труда, то это будет неправильно. Почему? Потому что они будут стараться растянуть время выполнения работы, потому что знают, как, чем больше времени, тем больше заплатят. О качестве в таких случаях обычно не думают. Поэтому вот тем, кто связан с производством продукции, может повлиять, мы ставим сдельную оплату. А если, например, это технологическая линия, и где работнику просто надо там включить и выключить, то, конечно, там мы устанавливаем повременную. Разновидностью повременной оплаты является окладная форма оплаты труда. Вы знаете, что в основном специалисты им выплачивают заработную плату по окладу. То есть оклад зависит от количества дней выхода на работу. То есть если, допустим, полмесяца человек был в отпуске, полмесяца был на работе, вот он и получит зарплату за полмесяца. Вот. Ну и окладно-премиальная есть. Вот я здесь уже приготовила формулы, но это у нас будет на практику. Так, что еще у нас по организации труда, по оплате труда? Ну, в целом я все вам рассказала. Если у вас будут возникать вопросы, то есть вот связанные с вашей деятельностью по бизнес-плану, по оплате труда, пожалуйста, вопросы готовьте. И на практическом занятии я постараюсь вам ответить. Ну и как я уже говорила в начале лекции, возникают вопросы, вы можете или позвонить, телефоны есть, или же подойти в 433 кабинет, как бы я практически постоянно там, и мы можем с вами так провести консультацию. Но тогда по теоретической части у меня сейчас все, что я хотела рассказать, я вам все рассказала. Встретимся на практике. На практике я принесу задачи, необходимые формы, которые мы вместе с вами заполним. Ну, сейчас все. Спасибо за внимание. До свидания.